Рядом со мной стоит организатор сегодняшнего мероприятия Валера Че. Рассказывай, Че, все ли получилось у тебя сегодня? Честно, о Тусе, как я вижу это мероприятие, это событие, этот момент, для Тусы создано все, играет крутой диджей, все скрываются от треков всех трех диджеев. Есть крутой МС, есть крутая атмосфера. Вот тут у нас на экранчике фигачат взрывы, все обмотано атмосферной лентой. Короче, там ребята, если переодеться, запущено, логотип. Атмосфера существует. Рядом open шкаф, на котором играет другое музло, то есть можно выйти на улицу, поджимить. Единственное, чего нету, это вас. Это типа не упрек, это просто я говорю как организатор, то, что было бы больше народу, было бы еще круче. И единственное, то есть, что у нас не получилось, это больше завлечь людей, потому что нам пришлось изменить свою задумку, чтобы не отменить. Мы первоначально задумывали как андеграундное закрытое мероприятие, то есть мы рассылаем только танцорам приглашение, и они заранее могут купить билет, и с ними планировалось провести там фотосессию, сделать выставку, то есть сделать такой полный, тесный коннект, и чтобы на Тусе собрались только крутые ребята. И так собрались только крутые ребята, но хотелось бы видеть всех крутых ребят, чтобы они сами создали частичку этой атмосферы. Вот что не получилось, а вот что получилось тоже. Почему вы изменили идею? Потому что нужно отбить зал, потому что нужно отбить аренду оборудования, которое, между прочим, у нас стоит хорошее. То есть мы реально не поскупились на помещение. Это новое, свежее помещение, отличный пол, отличная атмосфера, центр города. Мы не поскупились на свет, на звукооборудование. То есть у нас тут проекторы, красный свет повсюду, играет два саба, колоночки. Все круто. То есть в плане этого нужно это отбить, и мы решили... пускай все подряд приходят, даже те, кто, на кого мы не рассчитывали, и, оказывается, пришли некоторые люди, которые тоже крутые, и мы даже не думали, что их пригласим, и поэтому даже прикольно получилось, но не так, как мы хотели. Так. Хорошо. Какие планы на ближайшее время? Это, Seasons — это концепция сезонов. 4 сезона, 4 мероприятия. Это Rampage, это ярость, это такой законченный концепт. Конкретно, чтобы люди взрывали батлы, мы создаем красный цвет, это тематика, такая экспрессия, в общем, выражение чувств. Осень — это депрессия, это эксперименты, и мы хотим сделать следующее мероприятие экспериментальным. То же самое, мы против спортивных мероприятий, против погони за судьями, против погони за титулами и так далее. У нас тут принимают решения толпа. И следующее мероприятие будет экспериментальное, как я говорил, и там будет совершенно другой формат, и мы не знаем пока, кто на это пойдет, но у нас есть идеи, и мы будем искать методы привлечения танцоров на это мероприятие, чтобы давать им что-то новое, ибо это bullshit ходить целый год на одни и те же мероприятия, и все, от кого я слышу, говорят: надоело, одни и те же судьи, одни и те же диджеи, одна и та же система. И мы их услышали, мы сами, то есть танцоры, и мы решили делать так, просто нужно больше вкладываться, видимо, в рекламу. То есть это Rampage, это экспериментальное, и следующее это будет, получается, хаус. То есть это весна, это пробуждение, это какой-то вайб такой, какие-то перемещения. Это, соответственно, будет хаусовая туса, которая будет, соответственно, тоже тематическая, тоже без победный, то есть больше танцы, экспрессия, искусство, то, чем и является танец. И последнее, 4-е в сезоне — это лето, это фан, это фанк, это папинг, это все такие пляжные, крутые фанковые стили. Брейкинг тоже туда может зайти. Очень круто, что брейкинг может задать и ярость, и вот такую сальсу. Круто. Мы хотим коннектиться со всеми, мы хотим создавать для всех и менять положение дел в нашей культуре. В общем, ты решил сломать систему полностью. Нет, это не сломать систему, мы просто видим пути развития. И, как всегда, новое немного сложно вклинивать уже устоявшееся. И мы ни с кем не противоречим. Мы не пытаемся кому-то что-то навязать. То есть мы просто создаем условия, чтобы... А единственное, что остается ребятам, это отреагировать. Мы реально, то есть, за все тусовки и так далее. Просто я говорю честно, искренне с собой, что мне многие мероприятия надоели, хочется сделать что-то свое, другое, то, что мне нравится. И если сейчас посмотреть, что происходит вокруг, ребята просто джемят, тусят, они не закрыты, они не скучные, они классные, и мне это больше всего по кайфу.
Спасибо большое. Команда Dance Digest будет следить за всеми мероприятиями Обязательно будет следить, я вам обещаю. и стараться их посещать. Спасибо большое.